Действительно, программа «Земский учитель» – это большая поддержка. Особенно таким людям, которые начинают с чистого листа свою жизнь. Она обрубила все концы, оборвала все связи с прошлой жизнью. Учитель русского языка Зулейха Абузаровна в эту небольшую деревню приехала из другого региона, из Башкортостана. Для нее новая программа «Земский учитель» дала возможность изменить все. Учителя тоже люди со своими проблемами в личной жизни. Только не каждому из них удается пойти на такой кардинальный шаг. Позади семейный распри, развод, боль и страдания. В настоящем только работа и работа, куда теперь она готова вложить всю новую себя. Благодаря людям, которые были рядом со мной, которые меня поддержали, и слово, сказанное в нужный момент, оно решает судьбу. И я сейчас месяц проработала, и я очень довольна. Я довольна своим коллективом, я очень благодарна директору школы. Когда первое время она даже приютила меня, я у нее прямо дома жила, у директора школы Марии Николаевны. Ей помогали встать на ноги всем деревенским миром, потому что она для этих детей такое же спасение, практически чудо. В деревне, казалось бы, есть все для жизни. И новый клуб, и новый ФАП, спортивные площадки, дороги, интернет. Только люди покидают эти места в поисках лучшей жизни на большой земле. Вот у нас на следующий год, через 2 года, Андреева Светлана, например, 2 золотыми медалями закончила школу. Нам хочется, чтобы она пришла, и чтобы эта программа работала, чтобы она выиграла, и чтобы этот 1 миллион она получила, и осталась в деревне. Эта сельская школа в селе Старые Матаки каждый год входила в 100 лучших учебных заведений республики по результатам олимпиад и ЕГЭ. По словам директора, для них важно, как говорится, держать эту планку, которая может пойти под откос с каждой новой открытой вакансией педагогов. Здесь все намного тише, спокойней, но Альметьевск я, уж не поменяла совсем. Долгосрочные планы я не строю, то есть в жизни всякое может случиться. Пока не могу на данный момент сказать, останусь или нет. Этот молодой учитель английского языка приехал в Алексеевский район из Альметьевска. Уже подписала контракт, по которому готова отработать свои 5 лет. По приезду молодому специалисту, как и положено, нашли жилье. Но арендную плату приходится платить самой. Около 10 тысяч в месяц вместе с коммунальными платежами. Если умножить эту сумму на 12 месяцев и, соответственно, на 5 лет, то получается весьма затратная для педагогов арифметика. Ровно половина гранта – 500 тысяч рублей. За 5 лет молодому педагогу придется заплатить за проживание на чужбине. Конечно, это было бы вообще очень замечательно, если бы данная программа предусматривала муниципальное жилье для преподавателей, которые переезжают в сельские поселения. Здесь, конечно, уже и участников, может быть, побольше было бы, и дефицит кадров решился бы еще лучше, чем на данный момент. Новый проект «Земский учитель» делает пока еще пробные шаги в регионах. Безусловно, будут и успехи, и неудачи, будут корректировки и исправления ошибок в ручном режиме в каждом отдельном взятом регионе. Но за 5 лет, благодаря этой программе, в малые города и села России намерены привлечь свыше 4,5 тысяч учителей. Среди главных требований у учителя должно быть высшее образование, максимальный возраст 55 лет. Население деревни, где будет работать педагог, не более 50 тысяч человек. И учитель должен уехать из города как минимум за 200 километров. В Татарстане в этом году уже первые 13 человек отправились поработать на выселках. Эта программа, «Земский учитель», на 1 сентября для меня была спасением. Потому что учителя математики не было вообще. И в последний момент уже учитель математики позвонил, сказал: я победитель проекта «Земский учитель», и я хотела бы работать в вашей школе. Директор этой школы не скрывает своих эмоций. Их приобретение бесценно, знания за миллион не купишь. Сразу 3 педагога-предметника. На ближайшие 5 лет головная боль с кадрами, кажется, решена. Администрация школ надеется, что программа эта станет регулярной и возобновляемой. 70% педагогического состава этой школы – люди старше 55 лет. А это значит, что через 5 лет им придется вновь искать замену, но уже самим. Я считаю, что сельские дети должны получать тоже достойное образование, поэтому эта программа должна жить. Для того, чтобы давать нашим детям сельским возможность получать качественное образование. Детский сад, дошкольное учреждение тоже беспокоено этим. Рождаемости на селе тоже очень мало. То есть
Мы как бы вот ждем таких вот людей, которые приезжали в село с семьями. В деревнях надеются, что новые педагоги смогут закрыть пробелы и в образовании, и в демографии. Эта школа в селе Никольское Спасского района была построена в середине 60-х годов прошлого века. Каждый год в школе набирали по несколько параллельных первых классов. На будущий год в первый класс здесь пойдут 3 человека. Потому стоит вопрос не столько кому обучать, сколько кого обучать. Это как задача с 2 неизвестными. В этом году, вот, когда мы услышали об этой программе «Земский учитель», конечно, порадовались. И наш район принял участие. Мы подали тоже заявку в Министерство образования. У нас есть Трехозерская школа, вот, там требовался учитель русского языка. Но, к сожалению, в этом году мы не прошли. Надеемся, что на следующий год нам повезет больше. В деревенской школе, где, как правило, в одном классе всего лишь несколько учеников и нет параллельных классов, учителю-предметнику сложно набрать нагрузку в 18 часов. Педагог может от силы набрать часов 8 на физику и математику, и то на всех. Потому многие учебные заведения или не смогли войти в программу «Земский учитель», или просто выбыли из списка желающих. Например, таким учителям была создана возможность, например, осуществлять образовательную деятельность в нескольких образовательных учреждениях по своему предмету. Для этого что нужно всего лишь? Для этого всего лишь, наверное, нужно создать условия для транспортной доставки данных учителей до вышеназванных образовательных учреждений. Но в деревнях все еще верят и надеются, что для этих учителей это будет больше, чем проект сроком в 5 лет, что место ссылки станет второй родиной. По крайней мере, среди победителей и обладателей гранта есть и такие, которые свои города покинули добровольно. Почему вы не выбираете профессию учителя? Много же плюсов. Во-первых, это работа с детьми, мы всегда молодые остаемся. У нас энергообмен идет. Каждый новый день – это для нас новое открытие. Все равно мне, например, я 30 лет проработала, мне радостно с детьми работать. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней.